Всем доброе утро. Сегодня второй день татарстанской кругосветки. С чего я хочу начать свой день, так это вот со сбора вот этого мусора, который здесь валяется. Ну что, вот мой улов. Не рыба, а это вот мусор с данного места, который рыбаки оставляют. Я-то велосипедист, мне не тяжело возить вот это вот. Как так? Ребят, будьте более организованными в этом плане. Вы на машине в основном, я думаю, проезжаете. Увозите это с собой. Вот убрался, стало приятнее. А то я вчера приехал, тут свалка реально была. Первый метр пути. Направляюсь на север. Где-то поворот должен быть. О! Вот такой трассе травяной придется ехать. Оба! Вот такая трава. Зайчик побежал. О, он такой по полям. Богата живностью эта местность. Ну, тут леса близко, потому что. О, что тут что ли? О-хо-хо! Вот это жесть была. Припекает с утра. Сейчас хоть разогнался немного, обдувает ветром. Хорошо. Перед вами поселок Каракуль и озеро Каракуль. Выглядит отлично, то есть очень красиво. Тут лес вокруг, холмик так, берега обрывистые. В сумме, конечно, красивое озеро. Надо было здесь остановиться, наверное, на ночлег. Сейчас надеюсь воды найти. Уф. Так, заехал в деревню Каракуль, чтобы воды найти. Смотрю, здесь колодцы есть. Надеюсь, вода тоже имеется. Ого. Ого. Ну, вряд ли. Вот спасли меня люди от жары, дали воды. Наконец, можно дальше ехать. Все, спасибо, удачи. Куда ж? Интересный поселок, красиво расположен. Мечеть маленькая, самобытная. Ой, встретил своих подруг, коровок. Сейчас вдоль озера какого-то буду пробираться к деревне Ювас, потом Большой Битаман. Оттуда лесная зона. Десятку еще сделать никак не могу. Не зря эту часть мой район называют горный, аж морится в горных. Здесь в этой части прям это какие-то горки есть, холмы прям с вершинками. О, еще одно озерко. По-моему, Моховое называется. И дальше вот долина как раз реки Ашит. Ювас! Название такое, по-моему, не татарское. Больше марийское. Ура! Спустя 12 километров нормальный асфальт. Ух! Все, погнали до Битамана.
автомат. Ну, тут тоже сельхозугодия кругом, крестьяне. Причем разные хозяйства, как я вижу. Вот она, мечеть. Деревня так по себе не очень. Тут дома понастроены, то есть нет единого стиля, как это в татарских деревнях. Асфальта нет, перепады. Ну, есть магазин, уже хорошо. Мечеть. Ну и здесь вот уже граница с Марьев начинается. Далее будет Алан-Бексер. Село Алан-Бексер находится в Высокогорском районе. Примерно 3-4 километра от высокой горы. Является центром одноименного поселения. Ну вот вам деревня Алан-Бексер. Ну, мне кажется, больше чем 30 человек здесь сейчас. Гагарина улица. Дома получше, чем в предыдущем поселке Битамане. В целом нехило все. Начинается здесь новая река. Одна из великих, наверное, рек Татарстана, как Казанка, так и Ашит. Чисто татарстанские реки. Ах да, вот он, этот мясомолочный комплекс в Алан-Бексере. Ну, значит, это промышленность, точнее, экономика развивается, и есть виды деятельности, есть рабочие места, плюс лесничество тут же. Встречает Елисей Тварское лесничество с медведем. Будьте внимательны с огнем. Ура! Ребят, посмотрите, я еду в теньке. Сквозь сосны пробираясь. Великие сосны. Пахнет им сосняком прям вовсю. Остановился в лесу тут под Сейтваром, под гарью. Поднялся с долины реки Ашит. Это был подъем реально метров 150 вверх. Сейчас водораздел между Ашитом и Летью. И здесь вот красивейший, отличнейший натуральный сосновый лес. Я прям еду, кайфую в теньке. Сейчас перекушу немного и дальше. Так вот. Вот мусор уже более 20 километров вижу со стоянки. Думаю, только ватни и выкину его. Тут мокро. Дороги как на Урале, в ямах. Или качает. А тут токийский дрифт. Скорость больше 20. А, уже меньше. Пацак. Ой, как мне нравится вот этот запах. Вспоминаю свой первый поход в лес. Вот он, поворот на деревню Гарь. Как он оборудован. А вот спуск там в ту сторону. Но я поеду прямо. Или где-то деть. Вот это не спуск, ребята. Случилось первое падение. Надеюсь, последнее. Причина банальная. На песке. Летел скорость 25. Немножко на дюну заехал, меня понесло. Ну, слава богу, все нормально, слез. Спускаюсь к Лете наконец. Потом, соответственно, такой же подъем будет вверх. О, люди, что ли? Стоп тоже. Холодим, Яна и Лете. Поеду обратно, куда спустился, буду взлетать. Ислейтарское лесничество. Вот он, Нагатлык. Не знаю, будет вывеска, что именно Нагатлык это село или нет. Но здесь около 100 человек живет, и они лесозаготовкой занимаются. Естественно, лесничество рулит.
только. Ничего, Наратург удивляет. Тут даже магазин есть. С напитками. Ну ладно, я воды уже холодной набрал. Вообще круто. Все, выезжаю из лесной зоны. Сейчас будет подъем. Как всегда. Ничего тут ухожено. Много домов порушенных. Видно, что здесь население смешанное, скорее всего, малийцы, русские в основном. Мечети нет. Ну 40 уже я тут карабкаюсь. Реально метров 200 поднялся. Сейчас вроде выположилось. И лес стал другой уже. Скорее всего, вот уже вот-вот километра полтора осталось до Атнинского района. Наконец я выехал из этого леса. Смотрите, откуда я поднялся. Вот оттуда. Видок отсюда километров на 30-40. Вон там какую-то гору видно. Офигеть, котловина. Ну этот Наратург. Так, вот он и Ислит-Лар. Как я его называю. Ислит-Лар, по-моему, так называется, да. И начался асфальт. Вот буквально. Меня что-то как поташнивает чуток. Много воды пил, мало ел. Жара. Тяжело. Что могу сказать об этом селе? Тут ничего интересного нет. Рабочее село, садоводство, полеводство. Население небольшое, то есть, ну, такое рабочее крестьянское село. Сейчас разгонюсь максимально, чтобы на автомате подъехать на инерции. Наконец прямая, более-менее огромная асфальта. Так, доехал до следующего чекпоинта. Село, которое я не помню, как называется. Красиво, вон березка такая. Вау, мечеть. Вот уже отдыхаем минут 10, наблюдаю за народом. Неплохо тут, но дождь собирается. Там меня все поддерживают уже в чатах, везде, короче. А я не могу ничего прочитать. Сил нету, возможности в плане интернета. Тут 2G нифига не грузит абсолютно. Ну что ж, Купле-Кеми дал мне отдых. 9,3 километра, а потом направо. Красота, да и только. Раз. Ищейки сидят. Сибгат Хаким. Да, ему премию Габдулы Тукая дали. За все про все. Он написал, по-моему, его жизненный путь. Премию Горького и Ленина. Едем в Атню потихоньку. До нее 15 км.
Ё-моё, КамАЗ сзади. Вот, еще лучше дорога. О, дождь! Ё-моё! Ай, мама мия! Под дождь на второй день попал. Сейчас скользко еще будет. Очередной спуск. Где-то здесь что-то. Уху! Уху! Как хотите, а я хочу здесь на дроне полетать. Кубян. Надо было в районе Кубяна сворачивать. Ну ладно, я не жалею. Попал вот в такие красоты. Вот где-то здесь и немного правее стоят две ограды зеленые. Именно здесь находилось укрепление древнее. Еще, получается, до Казанскую эпоху. Там может и бронзовый, и железный век. Ну не понятно почему, да, здесь такие места, тут только защищаться. И вот я наконец нашел, по-моему, источник. К нему еще спуститься, правда, надо, но вот такое строение указывает на то, что он здесь где-то рядом. И трассу еще вижу, вот там она идет вниз в сторону Атни. И Атню вижу. То есть, в принципе, я уже близко. Калатау. Гора, город. Все говорит о древности этих мест. А вот по-настоящему осталась древнейшая могилка Зарипов Ильгизардан. Видите, как делали. Здесь вот где-то источник воды тогда. Мы говорили спуститься к нему. Может быть здесь, а может быть ниже. Все подтверждает, что Отнинский район суперский по своим этническим, культурным особенностям, природным. Туризм здесь надо развивать. А вот и Кубян. Слушайте, ну что, село как село. На скорости ничего особенного не заметишь никогда. Ну, пахнет дровами. Все идет. Ну я где-то здесь Ашит должен буду обойти. Река Кубянка. Да, не 6 километров.
А вот она шит, извивается. Суперская река. Одна из системообразующих. Вот здесь говорят, что опасный участок, его поэтому огородили. Какое-то экстремальное место, ну, для тех, кто верит в это все. Село в Татарстане, да, это не город, население в районе 3500. Проживают в основном татары, но есть и русские. Вот она, от ней въехал я. Найти надо чак-чак и шаурму. Шаурму прям поем здесь. Так, ну сейчас через 100 метров налево. От не велосипедистов много. 3 человека уже вижу одновременно. Река Атминка. Гуляет, конечно, Атня своими сохранившимися постройками 19-го, начала 20 века. И вот он, дом купца Даутова, 19 начало 20 века. У купца было 2 жены, он был одним из самых богатых. Ну вот, соответственно, для себя и своих жен построил такой дворец, хоромы, которые выделялись на фоне. Тут непонятный стиль какой-то, ну, деревянное зодчество явно во всей красе для 19 века. Его созвали в Сибирь, раскулачили в начале 20-х годов, потом, соответственно, данная постройка перешла в пользование государства. Здесь людей селили в коммунальных квартирах. В 1994 году передали государству, и в 2010 году после реставрации это уже музей. Вот интересная история у памятника. Торговый центр Затлы. Буду брать шаурму, называется чайхана, название привлекло. Здесь я буду искать в супермаркетах чак-чак. Полчаса есть, время пошло. Так вот. Вот купил я чак-чак местный. Походу придется мне отдать детям зеленодольский, потому что я его не доел. Иначе испортится. Это местный, тоже говорят, вкусный. Единственная фирма в раз выпускает. Попробую. Срок годности не указали. Не свежий, он не свежий, непонятно. Ну, выглядит прикольно. Тоненькие ломтики такие маленькие. Уже нравится на вид. Сейчас вот пойду шаурму заказывать. Приготовили мне шаурму, дегустируем. По атмосфере и всему остальному вообще супер. А то, что касается шаурмы, ну вот, как вы сами видите, развалится по ингредиентам. Есть огурчик, но как-то вот все течет, ломается. Много капусты. Короче, ну, на тройку где-то с минусом. Больше я бы не взял. Вкуснятина. Шедевр. Можно сказать, и ужинать не нужно, и чай уже есть. То есть сейчас можно еще километров 20-25 проехать до Кашову-Чая, и все. Сломал компьютер, велокомпьютер. Вот здесь он был закреплен, чё ж я его не снял, дурак. И упал, соответственно, велосипед. Жалко, дорогой велокомпьютер, там в районе 2-1,5, я не помню уж точно, но декатлоновский сейчас не купишь такой. Ну, он, конечно, барахлил и все такое, но все равно жалко. Так, мне, по-моему, сейчас вот туда, по центру проехать. Ну что ж, поехали без велокомпьютера по центральной части Атни. Ленин показывает на мечеть. Вы такое видели? По центральной. Вверх. До Кашову-Чая 19, там можно и в Епачино заехать так-то. Вау.
Ну, Атнинский район вот этими смотровыми площадками и запомнился. Видите, с правой стороны какие березки стройные. Трасса вообще, конечно, замечательная. Я по ней 200-ку долбанул за сегодня. Вот сейчас еду, подъем 15, 20 могу. Вот сейчас 20 сделаю. Менгерское сельское поселение. Тут большой и малый Менгер. Я вот поднимаюсь наверх пешочком. Слишком сильный подъем. Солнце золотое. Итак, старый Менгер, как я и сказал, знаменит эпитафиями и надгробиями старинными. Возникла в эпоху Казанского ханства. Потом было восстановлено после захвата Иваном Грозным Казанского ханства. Еще что интересно, здесь вот уже река Семит. Вот эти все вот перепады, это река Семит, как говорится, и виляет, скорее всего. И еще один момент, который нужно упомянуть, вот это вот Алатский тракт называется. Он до Ужума, по-моему, шел, древняя дорога. Может быть, где-то остатки там, или это он и есть восстановленный. То есть вот эту дорогу давным-давно прокладывали. Еще в эпоху тоже, наверное, Казанского ханства. То есть и старше там все. Офигеть, спуск. 35. Восемь. Вот он, Менгер тоже. Еду под 30-ку. Вау, тут поле, газон искусственный. Ага, еще, по-моему, ключ. Вот опять я вижу приближение Арского района, и у меня четкое ощущение, что это мой район, ё-моё, Карасузский. Степи, такие же высоковольтные столбы, далеко видно. Офигеть! Как же так? Вот Тетюшский, ну там, конечно, Терешки, Волга туда-сюда, Арский больше похож. Прям момент, я кайф ловлю от этого. Итак, 11-й район Татарстанской кругосветки, Арский. Скорее всего, я буду здесь ночевать, но не факт. Я повернул с дороги Большая Атня Арск на Кош-Лауч. 2 года назад я уже ходил по этой дороге через Урнойбаш и далее. По Кош-Лаучу все понятно. Еще раз смотрите мой путь Тукая. А я сейчас спускаюсь и ищу место для ночевки. Прям ностальгия по этим местам снова прокатиться, как сколько, 3 года назад пешком здесь шел. Первый день маршрут сюда дошел. Музей Габдуллы Тукая, место рождения его. Здесь, в Кош-Лауче. Сейчас тут тишина. Все спят уже, наверное. Вон тут луна выходит. Тишина такая. Сейчас буду определяться точкой, где буду спать. Может быть, дальше подымусь в Ельбу все-таки. Чтоб на вершинке, а не в низине ночевать. Тут люди все-таки. Уверен, что никто ничего не скажет, но надо спрашивать. Магузя. Приехал я сюда. Это родина, место Шагабуддина Марджани. Завтра я еще о нем более подробно расскажу. Ну, как ни странно, в районе часа езды от Кош-Лауча до Камагузя, где вот родились 2 самых великих человека Татарстана. Ну вот он, финиш 2-го дня. На какой-то водокачке. Отличное место, рыба пляшет вовсю под луну. Снова на водоеме удастся помыться, тут нормальный спуск есть. Всем пока и подписывайтесь на канал. Следите за моими приключениями в данном походе.